Айрат, как вы считаете, какими качествами должен обладать настоящий профессиональный шеф-повар? Нервноустойчивый, так скажем, потому что много гостей бывает, и все разные, всем надо угодить. Просьбы очень странные, то в кашу и просят там коньяк подлить, еще что-либо. Допустим, в международном отеле все работаем, нужно угодить иностранным гостям, чтобы они как дома себя ощущали. И национальные наши блюда подать таким образом, чтобы было, им понравилось. Здравствуйте, дорогие друзья и сянмэсэс. Вы смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Сегодня с нами настоящий профессионал своего дела, шеф-повар, человек, который каждый день готовит самые вкусные блюда. Встречаем Айрат Кашапов. Салям, Айрат. Здравствуйте, Руслан. Приветствую. Я вам принес гостиницу. Уже видите сразу. Да. Печеньки овсяные. Так. Шоколадом. И грецкими орехами. Айрат Кашапов, повар. Родился в Альметьевске. Окончил экономико-правовой колледж при Альметьевском филиале Института экономики, управления и права. Отслужил поваром в рядах российской армии. Айрат работал и работает в престижных заведениях нашего города. Стажировался в топовых ресторанах Москвы. Повышал квалификацию на лекциях ведущих рестораторов и шеф-поваров России. На данный момент организовывает выездные мероприятия со своей командой «Бон Аппетит». Накроет стол как в современном ресторане у вас дома или в любой геолокации Республики Татарстан. Судя по ингредиентам, которые ты сегодня приготовил, знатные будут блюда. Рассказывай. Мы будем готовить по национальным традициям. Это салат. И нотку современности добавим. Да, татары издревле готовили салат же. Из татарских ингредиентов, так скажем, да? Вот, и будет конина у нас. Для начала мы будем запекать для салата мясо и куриную грудку. Сделаем филе из куриной грудки. Так. Филешку вы делаете. Тогда я помогу, хорошо. Да. А я замариную говядину. У нас замечательные есть приправы. Вот об этом поподробнее рассказывай. Мы используем тимьян сушеный и соль. Так, пожалуйста. А достаточно вот такого быстрого, так скажем, маринада? Ты сейчас сразу будешь пережаривать? Да, жарить? мы пожарим, потом будем томить в печи, и он хорошо пойдет. То есть мы 10 грамм на килограмм соли берем для мяса. Вот такой секретик небольшой. И у нас перец. Айрат, и маслицу. И масло, конечно. Да. Расскажи, пожалуйста, откуда рецепты, давай возьмем салат. Как я молод еще, я работал в свое время с хорошими шеф-поварами, и они мне подсказывали. Я как-то их доводил до своего ума. То есть какую-то свою изюминку. Да. Я ездил в Москву, там обучался. Люблю совершенствоваться и получать знания от профессионалов. То есть твой девиз, как когда-то говорил Ленин, учиться, еще раз учиться. Да, совершенно верно. Так, мы начинаем обжаривать. Кстати, вот и куриное филе тоже готово. Давайте замаринуем. Мы используем для мариновки кукурму. Вот она у вас. И соль, перец. Я думаю, достаточно, да? Давайте я вам помогу. И перец. И перец, да. И масло. Растительное. Да, я вам передам. Айрат, спрошу у вас как профессионала, насколько вы считаете, национальная татарская кухня, она насколько развита и насколько представлена у нас в Казани? По минимализму. Минимально. То есть недостаточно? Все. Да, я думаю, потому что все привыкли есть выпечку, сладости какие-то там, чак-чаки, бурсаки. У нас знаменитый татарский повар, это Ахмедзянов, который татарскую национальную кухню предоставлял. Собрал в принципе, все воедино в одну книгу. У него много интересных блюд, я книгу его прочитал. Так скажем, разнообразие есть. Так, начнем жарку мяса. Вот для мяса можно выбирать тонкий край, вырезку, часть. Все, пошел. Пошел процесс. Давайте куриную грудку также. Так, мы... Чем я могу помочь еще? Давайте болгарский перец почистите, для салата. Оба? Да. Мы для чего жарим? Для хрустящей корочки? Почти. Мы жарим, чтобы у нас мясо запечаталось, чтобы все соки при выпекании не вышли из мяса. То есть, чтобы он был сочный, приятный на вкус и
таял во рту, так скажем. Так, что делаем с перцем? А мы его посолим. Также, Так. вот, все. Также у нас масло идет в бой. Теперь на противень. Да, и Отправляем в запекать. духовочку. Да. Теперь нам понадобится фольга. Так, пожалуйста. Все, фольгу. Мы будем заворачивать в фольгу. Чтоб И также томилось. мясо отправляем запекаться. Да. Какой Сужаем. ароматный кусочек. Да, мясо. Теперь также при низкой температуре, 160 градусов. Так, а курочку мы не запекаем. Мы будем запекать. То же самое? Да, то же самое. Вот мы рядышком поставим. Вот так. И, Здесь тоже фольга. да, и фольга снова. Давайте. Что дает вот мясу вот этот сам процесс запекания? Но он, во-первых, если вы на сковородке начнете Доводить до готовности? да, он сгорит, так скажем. Сушеный будет весь, ведь все соки уйдут. А лучше при низкой температуре доводить его. Напоминаю, пока мы готовим ингредиенты для салата. Да, совершенно Так, верно. все. Отправляем при температуре 160 градусов Да. в духовку по времени. А будет куриная грудка у нас минут 10 готовится, а мясо чуть подольше, минут 20. Хорошо. Итак, наши заготовки для салата отправлены в духовку. Сейчас мы переходим к основному блюду. Конина. Конине. Давайте. Я буду заниматься мясом конины. А что с ней надо сделать? Надо очистить и порезать на кубики. Хорошо, так. Вот, на Что крупные. еще понадобится? А вы займетесь, получается, луком. Лук надо крупными кубиками порезать. Так, понял. Так, морковь. картофель. Ну, давайте, морковка у нас, я вам покажу, и красиво. Сделано Хорошо, красиво. так это на вас тогда. Да, и картофель пополам. Так, ну все, начнем с картошки. Да. Айрат, скажите, пожалуйста, где получали образование? Кулинарное образование у меня, так скажем, 3-й разряд. Я обучался в городе Альметьевск. Я оттуда родом. Получается, переехал... Земляк. Земляк. Город Альметьевску, привет, кстати. Да, привет всем. Дальше я ушел в армию. Там был поваром. Вот я хотел сказать, не сомневался, там был поваром. Пришел с армии, переехал в Казань и начал профессиональную карьеру здесь. Морковку порежем. Так, что за способ ты мне обещал показать? Ну, давайте будем красиво. У нас же Сегодня ресторанные блюда. Да, ресторанные блюда. Вот. Вот такие треугольнички делаются. Так, что делаем с луком пока? А мы тоже обжарим с томатным пастом. Отправляю? Так, давайте. Ну тоже все крупно, да? Да, естественно, конечно. У нас татары любят все покрупнее. Что делаем с мясом? А мы также будем обжаривать его, также печатать, так скажем, чтобы все соки остались внутри. Сейчас мы лук обжарим, добавим томатную пасту. Да. Сколько? Ну, давайте 1 ложку, да, вот эту. Ага. И помешаем. Итак, Айрат, мы приготовили все ингредиенты для нашего основного блюда. Да, для конины. Что делаем? А теперь мы обжарим это. То есть и морковь, и картошку, и мясо. конину. Да, мясо будем обжаривать на сковороде. И потом закладывать в кастрюлю с водой. Все мы это обязательно сделаем, но после рекламы. небольшой паузы, совершенно верно, на нашем любимом канале ТНВ. Оставайтесь с нами. Вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни» и секреты своего профессионального мастерства нам раскрывает профессиональный повар Айрат Кашапов. Еще раз салям. Здравствуйте. Что мы сделали? Мы готовим, во-первых, 2 блюда. Это салат и основное блюдо из конины. Да, Для всё. салата мы все запекли в духовочке, да? Да, Это да. 2 вида мяса, говядина, курица, болгарский перец. перец в том числе. А вот сейчас мы будем обжаривать ингредиенты для основного блюда. Да. Прошу. Конина, Сковородочка, морковь и картофель. Айрат, кстати, в первой части нашей программы ты так и не сказал, почему повар? да. Я большинство времени дома один находился. То есть у меня мама на работе всегда была. И я постоянно как-то себе сам готовил, так скажем. У меня была смешная ситуация.
в детстве я телевизор когда смотрел, я помню, когда рекламировали сковородки, ну это было вот, когда мне было 7 лет, вот, и там как раз появились сковородки антипригарные покрытием. Я посмотрел, как там без масла жарят яичницу. Я решил у себя попробовать. Со своей обычной сковородкой? Да, со своей обычной сковородкой. У меня не было антипригарной сковородки. И у меня постоянно почему-то он не получалось. Прилипало к сковородке. Думаю, почему у меня так все происходит, но я потом... Мне дошло. Что надо все-таки использовать масло. Да. Вот. Можем, даже чтобы у нас сковородка у нас большая, то есть использовать и морковь туда. Но ведь ты профессиональный повар. Насколько вот вообще скорость приготовления блюд важна? Тем более, когда ты работаешь в большом ресторане. Там ведь вообще все поминутно. Конечно. А у нас заказ вообще горячее блюдо отдается там, 20 минут. Вот так. Салаты, холодные блюда там 10 минут должны отдаваться. А это если одновременно несколько столов пришли гостей, это нужно все рассчитывать. У нас все на заготовках работают. Рестораны, кухни. Это в Европе как делают? Там закупают продукты по факту, естественно. И они днем до вечера заготовки делают, все свежее, естественно. А к вечеру ждут гостей на а-ля карт. Давайте закладываем овощи, морковку, лук и картофель. А мы еще туда пряности добавим. Кстати, мы не солили еще. Да, конечно. А мы все будем под конец делать. Туда же добавляем лук, который мы пожарили с томатным соусом. Да. Так, помешаем все. Вот уже красивый цвет. Как у нас минут 30 будет вариться. А потом мы туда будем класть чеснок, зелень, специи, да, естественно, и будем до вкуса доводить. Так. Ну что ж, а сейчас мы перейдем к салату и соберем его, так скажем, да? Вот у нас болгарский перец дошел. Так, все ингредиенты для приготовления салата у нас готовы. Да. Так. Так, и куриная грудка, филе. Так, мне ложечку я возьму. Вот она, какая. Кстати, название салата будет у нас? Ну, я ее назвал современный салат по национальным традициям татарской кухни. Сокращенно современник. Современник, да. Давайте вы порежете огурцы соленые для салата, а я начну обжаривать семечки для соуса и порежу мясо. Айрат, какие блюда больше всего любите готовить? Но я больше работал с европейскими, то есть блюдами там. Это паста, ризотто. И русскую кухню люблю. Люблю готовить борщ. Национальная кухня для меня, я вот все время экспериментирую по поводу бульона, шулпа, чтобы был насыщенный, прозрачный. Вот чтобы насыщенный прозрачный бульон был, например, из говядины, что нужно делать? Как готовить? Чтобы бульон получился хороший, насыщенный, мясо нужно запекать в духовке при больших градусах. То есть с овощами. Может туда большие куски лука, моркови туда положить также на противень. И минут 10-15 запекайте, чтобы корочка такая образовалась у костей, у мяса. То есть и закладывайте в холодную воду. Куриный бульон, допустим, нужно делать на литр воды, получается у нас 1,5 килограмма курицы надо. Соотношение, чтобы насыщенный бульон получился. И постоянно надо, естественно, следить, убирать пенку, накипь, да, пенку, вот это. Так, семечки обжариваем. Вот у нас колер получился семечек жареных. И добавляем сахар. Даем, чтобы это и есть, так скажем, секретный ингредиент нашего салата. Да. Это основа. Основа салата – это соус. То есть мы будем делать вкусный соус и солим. Так, вы можете начать майонез выкладывать сюда. Туда чесночок. На 4 части поделить. Весь майонез? Да. Так, сколько головок чеснока? Одну хватит. Одну? Одну, да. И? Достаточно? Да. Сейчас мы закладываем наше семечко карамелизованное.
На казинак так похоже стало. Да, да, да. Айрат, впервые вижу такой вот соус. Откуда рецепт? Да, я познакомился с коллегой, вот, и он Так. мне показал вот такой современный способ. Я его чуть-чуть переделал, но он вот семечки использовал, просто не карамелизовал, семечки майонез пробивал, а я вот сахар добавил. Такой соус Карамелиз- подойдет к любому салату или вот в основном к мясным? К мясным, естественно, просто, да, давайте, все. А мы можем поэкспериментировать, туда добавить, давайте, вот мне захотелось туда укроп добавить. Соус готов. Так. Давайте попробуем еще раз. Оп. Теперь в самый раз. Теперь самое то. Айрат, огурчики мы порезали. Что еще осталось сделать? Ну, давайте болгарский перец. Вы порежете, а я порежу куриную грудку. Айрат, как вы считаете, какими качествами должен обладать настоящий профессиональный шеф-повар? Нервноустойчивый, так скажем, потому что много гостей бывает, и все разные, всем надо угодить. Просьбы очень странные, то в кашу и просит там коньяк подлить, еще что-либо. Допустим, в международном отеле, если работаем, нужно угодить иностранным гостям, чтобы они как дома себя ощущали. И национальные наши блюда подать таким образом, чтобы было, им понравилось. Кстати, вот о иностранцах. Чемпионат мира у нас в прошлом году прошел. Участвовал ли, я имею в виду, в кулинарных вот действиях? Кормил какую-нибудь сборную, например? Да, да, да. Я кормил своей командой, то есть сборной России по футболу. Это вот на чемпионате конфедерации это было. А на чемпионате мира мы кормили администрацию FIFA. Итак, финишная прямая приготовления нашего салата. 2 сервировочные тарелки. Да. Я буду Мы повторять за тобой. будем выкладывать по национальным традициям татарской кухни салат. Так, Да, посмотрим. Да. Мы будем все ингредиенты по отдельности класть. Давайте куриную грудку. Так, отдельно. Отдельно куриную грудку, отдельно наш ростбиф. Кстати, и красиво получается. Ну и пока мы украшаем, вернее, красиво подаем наш салат, Айрат, расскажи вот на сегодняшний день, чем занимаешься? Я работаю в ресторане. Также я выезжаю на выездные мероприятия, то есть организовывая свадьбы, дни рождения, Так сейчас можно говорить кейтеринг. кейтеринг, да. Провожу мастер-классы, там приглашают меня в заведение, в кулинарные студии. Это в Казани очень популярно, уже много студий открыли. То есть это все, опять же, идет от Европы, Москвы. Сейчас очень популяризируется тейбл-шеф, называется, стол-шеф. Туда гости приходят, и им готовит шеф, один повар. И он с ними общается, таким образом развлекает. А вообще, бывают у меня гости такие, если небольшое мероприятие у нас идет, заказчица сама со мной готовит, она учится этому. Одновременно мастер-класс провожу. То есть это гостям нравится. И у нас остается тут перепелиные яйца еще и соус. Итак, напоминаю, наш салат называется итле-салат. Итле-салат. И второе название современник. Современник, да. По национальным традициям татарской кухни. Салат «Современник». Филе говядины приправили сушеным тимьяном, солью, перцем, полили растительным маслом и оставили немного помариноваться. Из куриной грудки сделали филе и также замариновали, используя куркуму, соль, перец и растительное масло. Болгарский перец разрезали на четвертинки, очистили от семян, приправили солью, сбрызнули растительным маслом и отправили в духовку на 15 минут. Замаринованную говядину и куриную грудку обжарили со всех сторон на сковороде, затем завернули в фольгу и отправили запекаться в разогретую до 160 градусов духовку на 15-20 минут. Отдельно приготовили соус.
Для этого семена подсолнуха обжарили на сковороде, добавили сахарный песок и закарамелизировали. В майонез добавили зубчик чеснока, закарамелизированные семечки и пробили все при помощи блендера. Подготовленный болгарский перец, говядину, грудку, соленые огурцы нарезали соломкой и по отдельности выложили на тарелку по кругу. Также добавили отдельно горку салата микс и целые перепелиные яйца. Еще одним отдельным сегментом налили подготовленный соус. Ну что ж, салат получился у нас уверен и вкусным, но и самое главное, очень красивым. Бигзур Ахмед. Мы его обязательно попробуем, но сейчас закончим с кониной. Теперь мы добавляем зелень, а конину доводим до вкуса. Таким образом мы используем зелень рубленую, чеснок добавляем, Так, соль. соль, да, и душистый перец. Все на глаз. Все по вкусу. По вкусу. Сколько оно еще будет у нас готовиться? Сейчас потомится минут 5, и мы будем подавать. Так что, дорогие друзья, буквально через мгновение мы попробуем оба наших блюда. Томленая конина с овощами. Конину, морковь и картофель нарезали крупными кусочками и обжарили на сковороде на растительном масле. Репчатый лук нарезали крупными кубиками и обжарили вместе с томатной пастой. В кастрюле с кипящей водой переложили обжаренную конину, овощи, добавили жареный с томатной пастой лук и варили 25-30 минут. В конце приготовления добавили порубленную зелень, измельченный чеснок, приправили солью, душистым перцем и томили еще 5 минут. Айрат, вот и наступил самый долгожданный и самый приятный, самый вкусный момент нашей программы, когда мы пробуем наши блюда. Итак, салат. Да. Очень оригинальная подача, но как вот все-таки все Но это... его лучше перемешать. Да, то есть всё это так перемешивается? Перемешиваем, да, и потом едим. Попробуйте соус. Ты знаешь, вот да, самое интересное лично для меня – это соус, который мы приготовили из майонеза, чеснока и карамелизированного… Семечек. Да, семечек карамелизированного. Итак, Да. Вот у нас. внимание. Удивил Айратна. Айрат, думаю, ты со мной согласишься, что главная по молодежному скажем, фишка этого салата – это соус. Совершенно Такой верно. тонкий, вкусный, ореховый аромат. Да. Ну и самое главное, прекрасное сочетание и с говядиной, и с курицей. Поэтому за соус отдельно тебе 10 баллов из 10. Спасибо. Обязательно попробуйте, друзья, приготовить то же самое дома, удивите себя и своих близких. Ну а мы плавно переходим к Горячее. основному блюду. Да. Фермерская конина с овощами. Да. Также по старым татарским традициям. Внимание. Подается у нас бульончиком. Очень вкусно. Ну а соус из вроде бы обычных овощей. Все это вместе. Гастрономическое удовольствие. Друзья, я получил сегодня действительно, скорее все это хочется доесть, но я обещал попробовать твои эксклюзивные печенья. Угощайся и ты. Спасибо. Берем чай. Ну и печенья, конечно, тоже получились очень вкусными. Хрустящие, настоящие, домашние. Большое спасибо. Спасибо вам. Айрат, оба твоих блюда нас удивили. Они получились вкусными, аутентичными и при этом очень даже современными. Бигзур Ахмед. Спасибо и вам, то, что вы меня пригласили. А вы, телезрители, можете подписаться на мою страницу в Инстаграм. Я там выкладываю современные рецепты, а также я делюсь своими кулинарными секретами. Которыми он удачно и очень вкусно поделился в нашей программе. До новых встреч! До свидания. Смотрите нас на канале ТНВ. У нас очень вкусно. Пока-пока, слава богу, до свидания. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Благодарим ресторан «Печь» за предоставленный интерьер и помощь в организации съемок.